Салам алейкум, всем привет. Вот, когда я развелась с первым мужем, я жила 9 лет. 9 лет я была в разводе. Такая радостная была, такой счастливая жизнь у меня была. 5 лет я счастливой жизнью это в Африке жила, 5 лет после вот этой такие кошмары, да. И остальные это жизнь уже продолжается, это такая счастливая жизнь. Но у меня это кошмарные сны не снились, никакие это галлюцинации у меня не были. Почему? Потому что я читала Коран. Мой старший брат сказал, что читай Коран. Поэтому чтение Коран мне как это помогла. Ни галлюцинации, ни кошмарики, никакие сны я не видела. После вот такие это все страшные, которые это произошло со мной в 93 год. Вот. Потом это 9 лет я была в разводе, а вот 10 лет я жила в этой квартире, где произошла вся эта вот эта стратегия, да. Стратегически это произошло, это 93 год. В этой квартире я жила 10 лет еще, с 2000 по 10 год. Но, было но, что я была в разводе, я не жила, я не вышла, я решила, больше не выхожу замуж. Не выхожу замуж. Я работала, я получила второе образование, я работала, я строила своей карьере, жила с папой, мамой. В этой квартире я ничего как не думала, ничего как не вспомнила. Представьте себе, я жила в этой квартире, где было все это страшные. Ну, комната, которая мне износила, я в этой комнате не жила, я в другом комнате жила. Я не могла в этой комнате как это ночевать. Не то, что страшно. Ну, я же забываю, как это Татьяна Черногорская же говорит: "Не забываем, а мозг же не забывает". Я когда зашла в эту комнату, вот это место, где меня изнасиловали, всегда это вспомнился мой мозг. Поэтому я в другом комнате я всегда. Мама сказала: "Мама, я в другом комнате буду это жить". Можно? Она сказала: "Хорошо". Либо в зале мама я спала, либо в другом комнате. Комната, в которой произошла моя изнасилование, я там не могла, эта комната не ночевать никогда. Когда я зашла, мне как-то плохо стало. Да, это норма. Для это мозг, да, это мозг, это мозг. Мозга это никто не может, это, как это, раскрыть и смотреть, где это находится, эта точка, это пятно от этого носильщика, правильно? Вот. Потом я 9 лет как это было как это в разводе до 38 лет. Но до 38 лет у меня это был это как один такой это жизнь, который маленькая как история жизни. Это мальчик, который 9 лет младше меня. Он влюбился, его семья была, дружит с моей семьей. Якобы он влюбился в меня, а для меня мужчина это ничего не значило. Это мужчина у меня не существовал нигде. Да. Ну, с намерением создания семьи я всех отказала. Столько женихов были от Душанбе до Москвы, от Москвы до Судана, от Судана до это по всем это планетам всегда у меня были женихи. Везде были женихи. Я всех как это отказала, отправила, сказала: "Идите подальше, идите гуляйте". Мне это мужчина никогда это не было интересно. Я ненавидела это мужской пол. Этот мальчик на 9 лет младше меня, он как ухаживал за мной. Он приходил к маме подарки, родителям подарки принес, мне подарки, всякие золотые вещи подарки. Я ему сказала: "Я не выйду за тебя замуж". Подарки хорошо, подарки нравятся мне. Подари мне, говорю, подарки. Я подарки принимаю, а тебя не принимаю. Он говорит: "Да что с тобой?" Я ему сказала: "Вот так. Мне ненависть к мужчине". Он говорит: "Все равно я добьюсь". Он добился, он женился на меня. Ну, мы расстались. Ну, мы мало жили. И расстались. По вине это его семья это не дали ему это жить со мной. Я была его первая женщина, а он для меня был второй муж. Но он был, как говорят, девственник, да, женился на меня. А я была уже замужняя женщина. Мы жили мало жизни. Но потом мы расстались. Да, они как это нас как это расстали, это его родители. Ничего страшного. Я радовалась, что расстались. Для меня это не было никакой, это, как сказать, травма, потому что для меня мужчина где-то был, где-то вообще не был. Потом, после развода этого второго мужа, я сразу, как Ида закончилась, у нас мы как разводимся, 3 месяца мы ждем, 3 это месячный женщина, потом выходит. Потом я через 3 месяца вышла замуж в третий раз. Почему? Сейчас я расскажу.
Ладно? Благодарю за внимание.